Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Электронные сертификаты для выбора средств реабилитации. Утвержден новый порядок документов для поддержки граждан с инвалидностью. Ленский мост, квартал Звездный и другие инфраструктурные объекты представлены на архитектурном фестивале в Москве. В следующем году в Якутске откроется выставка «Национальная сокровищница России». Расскажем, какие экспонаты смогут увидеть якутяне. Начнем наш выпуск с эпидобстановки. За последние сутки в республике выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона зафиксировано 124 случая, 11 заболевших в Мегино-Кангаласском районе, 9 в Чурапчинском. В Мирнинском и Кангаласском районах по 7, 6 случаев выявлено в Вилюйском районе, по 5 случаев в Алданском, Намском и Усть-Алданском районах, по 4 в Верхоянском и Нерюнгринском. Еще в 20 районах республики от 1 до 3 случаев заражения. В мэрии города обсудили подготовку ко всероссийской переписи населения. Переписные участки будут открыты по всему городу, в том числе в пунктах приема коммунальных платежей Якутскэнерго и отделениях Почты России. В стационарных пунктах горожане смогут заполнить анкету всероссийской переписи населения. На каждом из 104 участков будет работать контролер, который поможет правильно оформить документ. Напомним, всероссийская перепись населения в этом году пройдет с 15 октября по 14 ноября. Принять участие можно дома, дождавшись переписчика на переписном участке, либо самостоятельно заполнив анкету на портале Госуслуги с 15 октября по 8 ноября этого года. Накануне первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков с рабочим визитом побывал в Намском районе, где ознакомился с ходом строительства объектов, возводимых в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Как отметил Бычков, строительство идет в установленные сроки. Качество строительства домов находится на очень высоком уровне. Более того, будущих новоселов 12-квартирного дома в Намцах ждет приятный сюрприз от застройщика. Все квартиры будут укомплектованы новыми стиральными машинами. Но, по словам первого зампреда, есть и некоторые проблемные объекты. Что сегодня из проблемных объектов мы посмотрели по нацпроекту образования. Школа в Крестской Тыле. Объект долгожданный, объект достаточно крупный, хороший. Но темпы строительства крайне, ну, скажем так, у меня вызывают обеспокоенность на сегодняшний день. Надеюсь, что все-таки подрядчик, что называется, возьмет свои слова и исполнит обязательства, которые у него по контракту сдать этот объект в декабре этого года. Надеюсь, что выполнит, потому что, ну, собственно, был предупрежден о всех возможных неприятных последствиях нарушения сроков по нацпроектам. Еще раз повторяю, в рамках нацпроектов не предполагается никаких передвижек сроков и сдачи объекта в ненадлежащем состоянии. За качеством мы будем тоже следить, то есть не только срок имеет значение, но и качество. Правительство России утвердило новый порядок подачи полного пакета документов на получение технических средств реабилитации и других мер поддержки граждан с инвалидностью через портал Госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер России Михаил Мишустин. Электронные сертификаты помогут инвалидам индивидуально выбирать средства реабилитации. Так, люди с инвалидностью смогут получать слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, услуги сурдоперевода и тифло-сурдоперевода, а также взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание. При запросе компенсации расходов деньги автоматически поступят на счет, указанный в заявлении. Нынешний год для «Алроса» станет одним из самых успешных. Тяжелые последствия пандемии вылились в частичную остановку производства из-за резкого падения спроса на алмазное сырье. Сегодня в компании вновь наращивают производственные мощности, вновь требуются рабочие руки. Что ждет алмазное производство в ближайшие годы, об этом в нашем дайджесте.
Июль месяц в карьере Зорница после перерыва – промышленный взрыв. Для его сотрудников это означает одно – возвращение к работе. Вынужденную остановку в мае 2020 года сделали из-за падения спроса на алмазы в условиях пандемии. Сейчас глубина карьера 120 метров. Разработка его продолжается. Вернулись к работе и на других объектах, в том числе на трубке Заполярная, Верхнемунского месторождения. О наращивании мощности производства говорили во время последней рабочей поездки на север руководство республики и алмазной компании. В Удачном и не только появятся сотни рабочих мест. В целом по компании хочу доложить, что уже с начала года создано около 500 рабочих мест, и еще около 1000 мы создадим до конца года. Это и Удачнинский ГОК, и Айхальский ГОК, и МУАТ, УКС. И с учетом того уровня безработицы в Менинском районе, который фактически ниже, чем был до пандемии, ниже 1%, сейчас для нас серьезный вызов – это набор людей, особенно по тем профессиям, по которым у нас всегда был дефицит кадров. Набирают специалистов и в Айхале. Новый виток развития на руднике Айхал и в карьере «Заря». До конца 2021 года в карьере планируют добыть более 1 миллиона 200 тысяч тонн руды. Затем с 1 января 2022 года производство приостановят. Будут ждать результаты проб с нижних горизонтов. Крупную пробу в 150 тысяч тонн руды обогатят на фабрике номер 14. Затем подробно проанализируют результаты. От них будут зависеть дальнейшие планы разработки карьера. Геологи Алроса ожидают, что проба покажет улучшение качества сырья именно нижних горизонтов, а высвободившийся персонал «Зари» пока будет востребован для работы в карьере юбилейной. Об этом коллективу «Зари» Сергей Иванов сообщил на встрече в Айхале. Сегодня свыше 120 вакансий в Айхальском ГОКе. Сложная заполняемость. Сейчас 20 человек принимаем на работу сверх тех параметров, которые были утверждены в начале года. Опять же, в связи с тем, что идет раскрутка работы по «Заре». Мы с вами приняли решение по крупнообъемному опробованию и рудник Айхал, и по ремонтному блоку нужны рабочие руки. Поэтому весь коллектив карьера «Заря» абсолютно не должен переживать. И ЭТР, и рабочие все будут востребованы. Это краткосрочные планы, но есть и другие. В компании рассматривают строительство новых рудников. Например, у трубки «Юбилейная» есть все преимущества для начала подземной отработки. Одно из них – определенные запасы алмазоносной руды. В прошлом году здесь произвели доразведку глубоких горизонтов. Сейчас ищут технические решения для подземного вскрытия. Время на проектирование есть минимум 10 лет. Есть запасы и на нижних горизонтах рудника «Мир». Речь о миллиардах долларов. Уже сегодня в самом большом карьере прошло специальное разведочное бурение. Сделали проходку контрольно-стволовых скважин в тех местах, где будут стволы нового рудника. При исследовании трубки обсуждают и технические решения, как будут вскрывать подземные горизонты. Проектирование будет продолжаться весь следующий год. 2021 для Алроса станет одним из самых успешных по производственным показателям. Этот темп важно поддерживать и в ближайшие годы. Олеся Васева, Кирилл Шолохов, Денис Сиротин. Телеканал «Алмазный край». Во Владивостоке начались региональные финалы конкурса «Лидеры России». Участники оспаривают победу в треках «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность». В общей сложности в решающей стадии числится 135 конкурсантов из разных регионов Дальневосточного федерального округа. Якутия на финальном этапе представлена 10 участниками. Первый раз участвую. Мне интересно пообщаться с коллегами из других субъектов, посмотреть их знания, опыт. Но в первую очередь для саморазвития. Но я думаю, что в первую очередь руководитель должен не бояться брать на себя ответственность и принимать те решения, которые затронут все интересы всех сторон. Победители конкурса по 2 направлениям будут выявлены уже сегодня. Лучшие участники выйдут в суперфинал конкурса. Перед стартом регионального финала к участникам с напутственной речью обратились космонавты Роскосмоса. Быть первым почетно, но крайне непросто. Быть первым – это идти навстречу страхам, становиться испытателем чего-то нового и неизведанного. Лидерами становятся сильные люди, умеющие принимать неординарные решения. В серьезной конкурентной борьбе вы убедительно доказали, что обладаете глубокими знаниями и способностями, характером и волей, и достойны быть первыми.
29-й международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021» стартовал в Москве. Так, в смотре-конкурсе регионы России представить свои работы планируют 15 субъектов Российской Федерации. Именно в этой номинации будет участвовать экспозиция нашего региона. В ее составе будут представлены проекты, реализованные и планируемые на территории республики в сфере культуры, здравоохранения, крупнейшие уникальные объекты, такие как Арктический центр эпоса и искусства, и объекты образования, в том числе современная школа-сад в селе Актемцы Хангаласского района. Также мастер-планы 3 арктических поселений, квартала «Звездный» в Якутске и брендинг туристических объектов. Одним из знаковых объектов экспозиции станет самый ожидаемый жителями республики инфраструктурный проект «Ленский мост». К столетию ЯАССР Гохран Россия организует в Якутске выставку «Национальная сокровищница России». Экспозиция откроется в апреле следующего года. О том, какие экспонаты увидят якутяне и как идет подготовка к выставке, в сюжете наших московских коллег. Журналисты телеканала «Якутия-24» впервые получили доступ к национальному хранилищу страны. Здесь, в фондах Гохрана, хранятся уникальные именные алмазы и самородки, добытые в нашей республике. Большая императорская корона, украшенная 11 тысячей якутских бриллиантов, была изготовлена смоленскими ювелирами в 2012 году. Корона воссоздана по современным технологиям к 250-летнему юбилею создания первой большой государственной короны, которая входит в состав королевских регалий Российской империи. Это один из самых узнаваемых в мире художественных произведений. Впервые в истории Гохрана таким комплектом они будут экспонироваться именно на выставке Якутия. Кроме того, посетители могут познакомиться с редчайшими драгоценными камнями и металлами, самородками, ювелирными изделиями золотых и серебряных дел мастеров. Вся выставка наглядно покажет связь, рукотворную связь времен прошлого и современности, связь народов нашей страны. И я хочу подчеркнуть, что каждый экспонат, он уникальный, и, конечно, как национальное достояние, это бесценно. Большинство ювелирных произведений никогда не покидали стены Гохрана и впервые будут представлены на выставке в Якутске. Одним из важных совместных будущих мероприятий станет большая выставка, которую Гохран России привезет к вам на юбилей республики в следующем году. Подготовка выставки – это очень серьезное мероприятие. Любое передвижение экспоната, любого экспоната, оно сопровождается строжайшим контролем и обеспечением мер безопасности. Поэтому мы выставку начали готовить за год. Для нее необходимо специальное согласование с Министерством финансов о том, что эти экспонаты будут в Якутии. Нужно специальное разрешение правительства. Помимо музейных ценностей, посетителям выставки покажут уникальную коллекцию полноцветных ультрареалистических голограмм, точных оптических копий экспонатов алмазного фонда. Оптоклоны позволяют демонстрировать бесценные драгоценные изделия, которые не могут покинуть территорию Московского Кремля. Выставка «Национальная сокровищница России» откроется 8 апреля следующего года в выставочном зале Комдрагмета. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.